Сегодня на мои вопросы отвечает секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба и проректор АГУ, он же советник президента Максим Гвинджи. Мои гости – два бывших министра иностранных дел. Итак, Сергей Шамба и Максим Гвинджи в передаче «Абсуарами». Так получилось, что многие абхазские депутаты первого парламента родом из национально-освободительного движения. Это одна особенность. Из науки – это вторая особенность. Это закономерность? Само национально-освободительное движение Абхазии, если говорить об Айтгара, потому что мы историю должны задолго до этого вспомнить, она выражалась в разных формах протеста. И письма, которые писались в адрес руководства Советского Союза, массовые народные выступления, которые имели место в Абхазии. Все это привело к тому, что в период перестройки возникли новые надежды на то, что абхазский вопрос может быть справедливо рассмотрен и решен. И тогда, вот в 1988 году, это было лето 1988 года, было письмо, которое подписало 60 представителей абхазской общественности на 19-ю партийную конференцию. И вот были новые надежды, как я сказал, при Горбачеве. И вот этот костяк, вот 60 вот этих человек, которые подписали это письмо, пришли к пониманию того, что нужно создать современную организацию, которая будет добиваться вот этих прав, которые были обозначены. Письмо это подписали в основном представители интеллигенции. Писал его такой известный в Абхазии и в Адыгее деятель Альмир Абрегов, к сожалению, уже покойный. Это был такой обстоятельный документ, и, конечно, материалы собирались отовсюду, но вот он изложил это в этом письме. Подписали его вот в основном представители интеллигенции. Вот. И потом, когда уже в том же году, в конце года, в декабре, был создан Народный форум Айтгалара, естественно, вот первыми его такими активными членами были представители этой интеллигенции. Если коротко отвечать на этот вопрос, это закономерность, что именно интеллигенция наша оказалась в основной своей массе, скажем так, в парламенте. Ну вот, если взять предыдущие письма, в 1977 году еще было письмо, которое там 130 человек подписали. Потом были письма, которые представители нашей интеллигенции подписывали, такие как Дзизария, Шинкуба, Шахрыл Константин Семенович, потом, значит, сестры Шахрыл подписывали. Отец мой выступал на активе в обкома партии Аслан Оторба на конференции в Тбилиси выступали. Все это были вот предшественниками вот этого всего, что произошло позже. Это были вот такие представители интеллигенции абхазской. Абхазия не первая страна, которая проходила через такие очень серьезные трансформации. И в мире очень много примеров, когда во главе национально-освободительных движений стоит интеллигенция. Есть, может быть, удачные где-то, а может, менее удачные примеры, когда во главе национального освободительного движения стоят военные, например. Бывают другие силы, радикальные, бывают фанатики. В нашем случае нам повезло, что наше национальное освободительное движение возглавили люди, которые его создавали еще в то время, когда не было независимости, да, еще в рамках Советского Союза. Это люди, которые вышли из интеллигенции, из научной интеллигенции. И, может быть, благодаря этому после победы в войне в 1993 году мы начали строить демократическое общество, а не военную какую-то хунту. Да? Интересно. Когда у военных, представьте, после победы была бы возможность взять
власть в руки и строить совсем другое государство, основанное на других ценностях. Мы же, в свою очередь, и тот первый парламент, о котором мы говорим, определили тогда, что мы строим демократию. И то достижение, вот именно демократии, сейчас, конечно, все это звучит не так модно и с каким-то налетом, знаете, это уже надоело, когда многие говорят демократия, демократия, выступают, там, слово демократия уже как бы узурпировано прозападными, антироссийскими силами, но я все равно хочу сказать, что это очень важное достижение, и оно не принадлежит эксклюзивно западным или прозападным странам. Поэтому демократия, которую мы тогда начали строить, и я думаю, мы довольно-таки успешны по сравнению с другими, которые больше всех об этом заявляют, что они привержены этому. Да? Вот, тем не менее, мы преуспели в этом. И это благодаря вот интеллигенции и тем людям, которые тогда возглавили. Вы и многие другие представители абхазской интеллигенции учились в Тбилиси. Высшее образование вы получали там. Многие наши деятели, интеллигенции, они учились и в вузах Грузии. Ну, понятно, было такое время, и мы были в составе Грузинской ССР, и в аспирантуре тоже. Несмотря на это, ассимилировать абхазов, которые обучались там, нашу молодежь, переформатировать их на предмет патриотического сознания грузинам не удалось. Более того, многие ребята, которые обучались в свое время в Тбилиси, затем оказались в эпицентре национально-освободительного движения. Как это случилось? Ну вот у меня как случилось. Ну, я и в Тбилиси учился, и здесь, в Сухуми, всю жизнь прожил. У нас было такое интернациональное такое общение было. Друзья у меня разных национальностей были, и грузины, армяне, евреи. И такого антагонизма у нас внутри не было. Но я, например, я исходил из никаких-то националистических убеждений. Я просто понимал, что наши права ущемляются. Я так воспитывался в своей семье. Я, мой брат, я от него это слышал много. От отца слышали, я же вам говорил, что он один из тех, кто выступал с докладом соответствующим в 1956 году. Так что я в семье воспитан был. Я думаю, так же и многие другие Да, но профессура, деятели которая наши. вам преподавала там, профессура, которая преподавала. Всякое было, и споры у нас были, да, непонимание было. Все это было, это, может быть, наоборот, как раз-таки и вселяло такое упрямство в понимании этих процессов. Я сам, когда меня избрали председателем Народно-освободительного движения Айтгалара, когда я пришел домой, как раз, я уже это рассказывал, вся семья была в сборе, и все были расстроены, потому что ожидали, что я буду наукой заниматься. Вот, я уже кандидатом был, что я докторскую. Я сказал, что я на 1 год согласился пойти, но так мне, как мне отец сказал тогда, нет, сынок, это на всю жизнь. Ну, так оно и получилось, потому что до сегодняшнего дня мы еще не достигли конечной цели своей борьбы. Конечная цель, она ведь нам же суверенитет, независимость не сами по себе нужны, они нужны для того, чтобы мы осуществили свои надежды на то, что будет развитие абхазского народа, абхазского этноса, языка, культуры. Мы пока этого еще в полной мере не достигли. Но для того, чтобы достигнуть, мы понимали, что нам нужно собственное государство, где мы будем хозяевами своей судьбы, потому что вся история нам показывала, когда нами кто-то другой управляет, у нас были одни проблемы. Возможно, это такой важный стержень нашей идентичности, нашего стремления к независимости, к свободе. Этот стержень выстраивался на протяжении всего вот этого 20 века, да, вот этого периода, когда мы были частью Грузии, когда мы претерпевали, наш народ и интеллигенция, опять-таки, в первую очередь, претерпевали значительные репрессии и попытка стереть вообще нашу идентичность, нашу национальную идею. Возможно, причина в этом.
Возможно, причина в том, что так называемая мягкая сила, да, это же все является частью мягкой силы. И в то время мягкая сила Грузии, да, грузинская мягкая сила, не была настолько эффективной или использовалась неправильно. Можно привести некоторые параллели. Очень многие политики и на бывшем советском пространстве, да, также учились и в российских вузах. И большинство из них получали образование там. Но, к сожалению, они после развала Советского Союза стали самыми главными радикалами вообще по отношению к России. Да. И очень странно, что они отождествляли Советский Союз именно с Россией и с русскими. Это русофобия, которая начала развиваться. Да и в самой России это было. Вы вспомните первого президента Российской Федерации Ельцина, который, приехав, выступая в Конгрессе США, закончил свою фразу словами «Боже, благослови Америку». Да, Я не против благословения Америки, я за то, чтобы Бог благословил все народы мира. Но, тем не менее, вот в этих вот словах прозвучало очень важное. По-моему, таких слов он в отношении России не говорил, так и не произнес. Мне кажется, он не говорил Не это говорил в адрес Ельцин, России. да. Ну, вот представьте, а Ельцин человек, вышедший из верхов коммунистической партии, и как он поступил. И с ним не получилось, да, вот эта мягкая сила. В какой-то степени очевидно, что это мягкая сила в советскую эпоху. То есть в данном случае, наверное, какие-то закономерности работают, Да, серьезные, очевидно, да. которые надо анализировать. Да, Да. которые надо анализировать. И очень важно подчеркнуть здесь еще раз, вернуться к вопросу об интеллигенции и об ее участии в государственных процессах, вообще в жизни стран. Интеллигенция это не всегда, это обычно, это не всегда оппозиция. Это обычно такая, если можно так сказать, общность, да, не люблю слово прослойка, но общность людей, которая всегда видит себя вне политических центров, вне правительства. Это не обязательно будет оппозиция. Но интеллигенция всегда занимает такую независимую роль. И я думаю, вот в этом плане главное вот преимущество наличия интеллигенции как раз в этом и заключается. Интеллигенцию невозможно оседлать политически и как бы ехать на ней, достигая свои политические цели. Я думаю, ни у какой власти не получится оседлать свою интеллигенцию. Но иметь ее как независимый элемент общества очень важно. Если достичь этого, то, я думаю, я вот предвосхищу, может, есть такой вопрос, но сейчас это очень актуально в Абхазии. Диалог между властью и оппозицией, который очень нужен, очень важен. Это должен быть конструктивный, интеллигентный диалог, да, взвешенный. Вот я думаю, форма для этого диалога как раз и может быть интеллигенция. Письмо 1988 года, скажем, очередное абхазское письмо. Я один из тех, кто подписывал его. Вот какие-то детали, если вы вспомните, это будет хорошо, но меня интересует один ключевой вопрос. Об этом письме говорится, что это был манифест, в котором были определены конкретные цели абхазского народа. Мы можем об этом поговорить, о каких конкретных целях? Вот говорилось там, вот в отличие, скажем, и как это письмо отличалось от письма 1977 года? Ну, по существу не отличалось. И то, что потом было принято в марте 1989 года в Лыхнах, Лыхнинское обращение, которое мы потом отвезли в Москву, все это, в общем-то, как я уже сказал, в основном повторял одни и те же идеи. А что там было, можно сказать, было нового? Мы в этом письме, в частности, и в других, говорилось о тех притеснениях, которые происходили по отношению к абхазскому этносу, как уровень нашей государственности по нисходящей развивался, а не
по восходящей, как это в других случаях бывало, как мы из союзной республики стали автономной, как топонимы, гидронимы, все это как менялось. Я не хочу повторять, это все хорошо знают. Все эти несправедливости, А вот которые были. конкретика была, вот это, понятно, картина, она была изложена очень четко и комплексно. Ну, А вот история, задачи, экономика. да, были. задачи, конкретные цели. Какая Задачей цель мы там тогда ставили вопрос о том, чтобы восстановить союзную республику. Тогда, будучи ребенком, я следил за тем, как мои родители реагировали на эти новости, и что они говорили между собой, соседи. И меня, конечно, это очень захватывало. Я думал, это происходит что-то серьезное, но я не понимал еще этой важности. Это 88-й год, и мне тогда было сколько? 12 лет. Но, тем не менее, я и мои друзья, помню, в детстве, мы как-то об этом говорили, мы плохо понимали, что это, но мы понимали, что это что-то важное. Но само письмо, да, манифест, само письмо не просто манифест, это научный труд, который описывает как бы всю историю Абхазии, все наши претензии и обоснованные претензии в адрес Грузии. Есть много критиков того, что написано в этом письме. Многие факты требуют большего раскрытия. Ну, само письмо, само по себе, оно огромное, оно большое. Но, тем не менее, вы знаете, я думаю сейчас, я смотрю на это все, уже вот с высоты возраста своего, мне кажется, это письмо, скорее всего, опять-таки, возвращаясь к нашему национально-освободительному движению, это тот курс на правовой путь разделения с Грузией. Это правовой путь, на котором мы всегда настаивали. И когда нас не услышали, и когда мы предлагали Грузии решить этот вопрос путем переговоров и диалога, и отказаться от войны, и определить будущее совместное, да, без конфликта, вот это был первый шаг на этом правовом пути разделения Абхазии и Грузии. Народный форум Айтгылара, 1988 год, 89 год. Но сложнейший, как мы сейчас говорим, турбулентный был период нашей предвоенной истории. Мы привыкли об этом говорить общими словами. Редко кто в Абхазии, конечно, из взрослого, старшего поколения не знает об Айтгылара, его роли и так далее. Но сомневаюсь, что много знала об этом молодежь. Вот. Да, вот хотелось бы вспомнить, вот как все начиналось, вот какие-то первые шаги, откуда взялась вот эта идея. Если что-то можно персонально вспомнить о первых шагах и о деталях. И, наверное, нам надо сегодня поговорить хотя бы немного об Алексее Гогуа. Вы понимаете, что его философии, его какой-то такой принципиальной резкости не хватает сегодня, да, как представителя и одного из лучших представителей нашей интеллигенции. Дай Бог ему здоровья, но вы понимаете, что его нам сегодня на самом деле не хватает. И вот поэтому очень хотелось бы вспомнить о том, как организовывалось это движение Народный форум Айтгылара. Ну вот как я вам сказал, вот после написания этого письма и когда пришло понимание того, что нужно создавать организацию, мы собирались в здании, где сейчас Абхазский институт языка, литературы и истории, тогда там был союз писателей. И костяк вот этой нашей команды, которая там собиралась, вырабатывали программу, устав и так далее. И было понимание того, что нужно, чтобы организацию возглавил человек, значительная фигура в абхазском обществе. И такой фигурой был Алексей Иночевич Гогуа, совершенно очевидно, и именно его попросили мы возглавить эту организацию. И вот он был первым председателем этой организации. Вот. Потом были дискуссии, как ее назвать. Там тогда была такая мода фронты. Народные фронты по всему Союзу. Да. И кто-то предложил Народным фронтом назвать. Но здесь, по-моему, Геннадий Аламия сказал, что зачем такие агрессивные нужны формулировки, давайте назовем форум. И все согласились, назвали Народным форумом. Первый
съезд был в декабре 1988 года, а в марте уже мы выступили с таким мощным действием, как Лыхнинский сход, на котором там более 30 тысяч человек было, и Лыхнинское обращение, которое подписали 35 тысяч человек. И тогда была выбрана состав, который должен был повезти в Москву и распространить по адресатам. Это были ЦК КПСС, Верховный Совет СССР, Институт научно-исследовательский и так далее. Это тогда мы поехали, Игорь Марухма тогда был, Геннадий Аламия, Давлет Пиля и я. Мы вот повезли это письмо, разносили по этим структурам. Ну и такие мы мощные акции проводили. Вот, например, мы по всему Советскому Союзу разослали своих представителей, значит, да, от Дальнего Востока, Сибири, везде, значит, побывали и организовали съезд в Москве народов Автономных республик? автономных образований, республик, областей, и участвовали в этом съезде депутаты разных уровней. Это был огромный зал на Калинина 27, это здание Верховного Совета СССР нам предоставили тогда. В президиуме сидели там Не Нишанов. препятствовали? Не препятствовали? Ну, такая мощная волна была, понимаете. Мы, в принципе, мы выступали за обновленный союз, за то, чтобы в новом союзном договоре были учтены права автономных республик, чтобы вот этой вертикали, которая была в Советском Союзе, чтобы ее не было, чтобы все образования вошли как в равном статусе союзных республик. И в президиуме сидели Нишанов, это председатель Совета национальности Верховного Совета СССР, Абдулатипов, председатель Совета национальности Верховного Совета России, Калмыков, который был председателем комитета в Верховном Совете СССР, Владислав Арзенба. И вот там как раз главный основной доклад делал наш представитель Айтгулар, это Вахтанг Кезба, кандидат экономических наук. И выступающие там говорили спасибо великому абхазскому народу за то, что вот нас здесь собрал. Люди даже не знали о том, что не такие уж мы великие по количеству, если брать. Но мы тогда такую деятельность развернули, к нам приезжали отовсюду поделиться опытом. Даже из Прибалтики приезжали, вот эти, которые создали потом Саюдис, всякие движения. Из Мигрели приезжали представители. Интересно. Да. Вообще. Ну, конечно, мощное было движение и представители. Ну, мы его сделали, на самом деле, современной такой политической, фактически партией. Для того времени масштаба, поэтому из Северного Кавказа же к нам тоже потянулись, и мы были ключевыми действующими лицами, которые создавали Конфедерацию горских народов Кавказа. Я помню, что офис, как мы сейчас говорим, ну типа штаб-квартиры целой Айтгулара находился в здании Абхазского института. Да. Да. И газета Абхазский была институт очень... там не был, да. Он еще функционировал в том здании, которое потом сожгли во время войны. Абхазский институт там был, на набережной. Ну да, я помню. Да, в этом здании. Да. И, кстати, вы сразу начали издавать газету, потому что газета Айтгулара играла колоссальнейшую роль, консолидирующую и так далее, пробуждающую. Ну, это была, я вам хочу, мы газету издавали на русском языке единения и на абхазском Айтгулара. Русский язык редактором был Николай Джонов, а абхазского Геннадий Аламия. Газету эту отправляли в Верховный Совет СССР, съезд народных депутатов СССР. Она там пользуется большим, кстати говоря, популярностью. Она шла на расхват просто. Как Алексею Гогу вообще удалось уговорить возглавить такое движение? Потому что он как очень... Ну, он был таким одним из ключевых
деятелей при формировании, создании этой организации, поэтому он тоже понимал, что другого выхода нет у него. Это то же самое и со мной потом произошло в 90-м году. Да, это я говорю потому, что он как очень крупный писатель, выдающийся и так далее, политических амбиций у него не было, да, я поэтому ставлю такой вопрос. А вот после него вот преемником Вайтгеллера стали вы руководителем этой организации в тяжелейший, кстати говоря, период. Вот, Это уже после столкновений, которые произошли в 89-м году. после этого, в 89-м году, да, вот... Да. Ну, сколько вам лет тогда было, кстати? Не боялись этой ответственности? Ну, я же говорю, я родителям сказал, что я согласился на 1 год. Потому что я все-таки надеялся. Кстати, у меня первый такой нелицеприятный разговор с Владиславом Барзенбо произошел. Когда я же был ученым секретарем в Абхазском институте. Это, Ага, ну да. так сказать, третья фигура в институте. И когда я ему сказал, там уже было решение, что надо, чтобы возглавил организацию отвлеченный человек, мы уже решили переформатировать ее полностью, эту организацию. И должен был быть освобожденный председатель. Почему мне пришлось сказать Владиславу Григорьевичу, что я должен уйти из института. И он был очень возмущен, и у нас такой разговор перешел на повышенные тона, и как раз в кабинет даже Юра Аргун зашел, начал как-то нас успокаивать. И я ему сказал тогда, я об этом рассказывал уже, но раз у нас такой обстоятельный разговор, повторюсь, я ему сказал, если тебя народ твой призовет, и ты пойдешь в политику, оставишь науку. Он мне говорит, что никогда, чтобы я науку оставил ради политики, никогда этого не будет. Был вот такой разговор, да? Да, Юра Аргун это тоже вспоминал потом. К сожалению, его уже тоже нет в живых. Ну, в то время, как для ребенка, я помню, как отец, там, допустим, с восхищением говорил об этом, как он показывал, я видел, где-то он держал какую-то такую квитанцию о внесении каких-то денег в фонд Вайтгеллера и так далее, и так далее. Мне тогда это оказалось чем-то интересным. Вы это помните, да? Я помню, конечно, Да. даже где-то сохранился Да? этот квиток. Вот интересно. Да, и я думаю, многие это делали, и для многих это стало, потому что мы все это замечали. Я тогда был школьником, и мы замечали такой какой-то для нас непонятный рост национализма грузинской части общества. Когда мои друзья, вот с кем я вырос во дворе, многие грузины, к сожалению, начали как-то отделяться от нас, перестали с нами играть в футбол. Они в нашей школе, в общей, они отделились в отдельный сектор и заняли отдельный этаж. Я учился в 15-й школе, и закрылись дверью, и как-то и у них росло какое-то вот непонятное негативное отношение к остальным. И они, ну, будучи детьми, понимаете, у детей все это всегда гипертрофировано. И нас это все удивляло и вызывало какое-то непонимание. Но будучи детьми, мы плохо Но вы понимали, понимали, к что чему это какая-то агрессия. это агрессия была, это было отчуждение от остальных, и ну, просто разрыв связей детских. И дети перестали играть, и потом начали даже происходить драки в школах. Я помню эти стычки в городе, и были жертвы. 88-й, я помню, это было летом. И будучи детьми, мы все равно как бы жили в этом городе, ходили по набережной, видели это все. И это вызывало какое-то непонятные чувства, эмоции. Я, честно говоря, будучи ребенком, выросшим в Советском Союзе, я плохо понимал, что происходит. Сергей Миронович, вы, хотя считаетесь таким дипломатом по природе, по вообще коммуникации, но я вот знаю несколько фактов, которые вас характеризуют немножко по-другому, скажем, по-абхазски. Да, вы резко умели реагировать, не считаясь ни с какими авторитетами, вот на разных этапах нашей истории. И, ну, в принципе, готовы были даже к драке, скажем так. Вот. Молодость такая была, и драться приходилось часто, тоже все это бывало.
нашей юности. Вот. Ну, так-то я вообще-то горячий был по молодости. Ну, в Айтгылара, Сейчас, после Айтгылара тоже, вот вы... да, сейчас тоже у меня проявляется иногда такое, но сейчас с возрастом мне хочется как-то быть более дипломатичным. И, знаете, я, наверное, на то, что мы тогда шли, может быть, сейчас хорошо подумал бы, прежде чем такие поступки. Вы знаете, был период, когда я многих людей обвинял в предательстве, интересов и так далее. Сейчас я по-другому тоже на это смотрю. Я тоже понимаю, что они осторожничали, что они боялись за судьбу народа, понимали, что мы не с равными силами сталкиваемся. Они ведь не знали всего того, что мы делали, а мы на самом деле готовились все-таки к сопротивлению. Айтглара мне поручила заниматься без того, чтобы я информировал президиум подготовкой к сопротивлению. Мы в лесу собирались, мы планы строили, мы в оружие закупали, завозили. Всем этим занимались, поэтому я знал, что у нас есть достаточно сил, чтобы сопротивляться. И тем более по молодости вообще не было страха того, что мы проиграем войну, если грузины вяжутся в это дело. Если раз вы заговорили вот об оружии, вот хочу задать вопрос, который я время от времени слышала раньше. Сейчас, кстати говоря, уже этот вопрос не всплывает, но вот я помню, и во время войны тоже были люди, которые эмоционально говорили о том, что Народный форум обещал, что все будет, все закупит, если что начнется, у нас и есть все. Вот вообще кому-то делались вот такие обещания? Ну, знаете как, конечно, делались, когда люди приходили, на меня, например, спрашивали, я же не знаю, он провокатор, подослан или что. Я тоже, как и другие, говорил, не беспокойтесь, у нас все есть. Естественно, такие вещи говорили. Это и для противника нужно было говорить, что мы готовы, конечно. Но я, знаете, вот Владислав, как Владислав Арзенбах говорил, каждый, кто принес 10 рублей, хотел автомат получить. Но так не получалось. Я после войны, поскольку такие разговоры были, на съезде, который сразу после войны был, огласил все цифры, сколько внесли денег, что на это было куплено, в том числе и бронетехника и прочее, понимаете. У нас была бухгалтерия, которая четко фиксировала все взносы, которые в Айтгларе были. Ведь мы, кроме того, что там этим занимались, мы же ездили по всему Советскому Союзу, мы ездили по Северному Кавказу, проводили мероприятия. Все это, конечно, требовало средств. Ну, скажем так, пожертвования, да? От кого больше всего вот поступали в то время? Я понимаю, что богатых абхазов, зажиточных таких и так далее было мало, конечно. Я вам прямо да? хочу сказать, Да. я вам даже могу сказать, сколько было собрано денег. Сколько? Это официально, то, что пришло в Айтглар, потому что у нас бухгалтер. 300 тысяч рублей. Это было перед войной не такая цифра, как сейчас, конечно. Достаточно не маленькая, но понятно, что мы, знаете... Но для вот того, чтобы у нас- вооружиться для обороны от Грузии, для самообороны от Грузии, которая получила еще вооружение там, и так далее. Грузия получила после Ташкентского соглашения, после распада Советского Союза, все вооружение, которое находилось в Закавказском военном округе. Да, и в результате вот практически с голыми руками пришлось встретить войну, правда же? Вот очень мало было оружия, очень Я мало. могу- Я на Красном мосту видела ребят с пистолетами. Да. С пистолетами туда пришли. Ну, на самом деле, знаете как, вот у нас Мушнихварский, например, да, он в Ленинградской области находился. И там скупали, наши представители, скупали у вот этих искателей, которые времен Второй мировой войны оружие там раскапывали в окрестностях, они его приводили в порядок, чистили, и вот это вот покупали, присылали сюда нам. Кроме того, значит, 8-й полк здесь, который находился
Его когда Советский Союз распался, расформировали, и они уходили, мы вооружение, там 750 стволов автоматов, все это оставили здесь. У нас было. Просто мы распределили его, поскольку нужно было как-то его хранить, и еще все-таки здесь Грузия была, это грузины были, и значительную часть в Арчал отправили. Вот. Ну и потом мы кое-какую бронетехнику завозили сюда, Нурсы купили в Южной Осетии. Ну, все это делалось потому, что было понимание того, что может начаться агрессия, да? Ну вот я как-то писал о том, что Гиви Ломинадзе, такой министр внутренних дел Абхазии был, и он уже, будучи в изгнании в Грузии, давал интервью в газете «Алия», такая грузинская газета была, и он писал о том, что абхазы жаловались на то, что грузины вооружаются, но я ничего не сделал, чтобы это предотвратить. Потому что если бы я занялся бы тем, чтобы прекратить вот это вооружение грузинского населения, мне сказали бы, что я не патриот, на меня бы обрушились. Когда абхазы увидели, что мы ничего не делаем, они сами стали вооружаться и сделали это лучше, чем грузины сделали. Так оно на самом деле А вот было. Абхазская гвардия, она была вооружена? Да, была вооружена. Абхазская гвардия. Ну, вот эти формирования были, которые фактически подчинялись Айтглара. Ну, хотя, понятно, там формально они подчинялись МВД, Но но мы да. финансированием их занимались. Да, это понятно. Ну, вообще, понятно, в духе времени такая ситуация складывалась во многих регионах. Я почему задаю эти вопросы? Потому что мы же потом говорим, что вот неожиданно произошло нападение, там, оккупация, агрессия и так далее. Вот для вас лично, да, для руководителя Айтгалара, для политика Шамба, вот это вторжение было неожиданностью? Не было неожиданностью. Я даже детали помню всего, как это все, первый день, как это все происходило. У нас сессия должна была быть, где мы должны были обсуждать вопрос о взаимоотношениях между Грузией и Абхазией. Как раз мой брат Тарас Шамба подготовил. Его проект был. Проект, да. И тогда уже разделилась абхазская и грузинская части нашего Верховного Совета. Абхазская часть собиралась, ну, члены президиума, во всяком случае, у Владислава Арзенова в кабинете, там членов президиума, нас, абхазцев, 3 человека, всего 9 человек было членом президиума. Из них абхазцев было 3, Арзен, Озган и я, 3 было грузин и 3 было других национальностей. И вот мы собрались у Владислава Арзенба и обсуждали предстоящую сессию, когда поступил звонок, а тогда у нас на Ахурей стоял пост. Потому что это такое место, где пройти невозможно незамеченным. Любое движение мы там могли зафиксировать. И у Владислава Арзена стояла связь, вертушка с этим Ахуреем. А позвонил телефон, позвонил замглавы администрации Чимчирского района Бадья. И сказал, что наблюдают движение танков по объездной дороге. Ну, Владислав Григорьевич, поскольку не было информации с Ахурея, говорит, прекратите паниковать. Потому что у нас была информация о том, что грузины могут провести какую-то операцию в Гальском районе против звиадистов, которые захватили тогда Кавсадзе, министра. Министра Кавсадзе захватили, и якобы они его притащили и прячут в Абхазии. И, возможно, Арзенба имел какую-то информацию или предполагал, что, может быть, эти официальные структуры вошли в Гальский район для того, чтобы вот этого освобождать Кавсадзе. Я так предполагаю. И, значит, второй раз, и он набирает вертушку на Ахуре, а там не отвечает. Опять раза 3 позвонил это Бадья, и Владислав ему уже довольно жестко, прекрати панику и так далее, что-то такое. И он уже побоялся звонить Арзенбу, позвонил в приемную. В приемную позвонил, и заходит секретарша Владислава Погорелая. И говорит, Сергей Васильевич, вас Бадья к телефону просит. Сергей вышел, поговорил, возвращается, говорит, слушайте,
Бадия говорит, что танки идут, и уже очевидно, что танки идут. Оказывается, они уже захватили, туда поехал, когда информация о танках пошла, туда поехал Гургуля, глава администрации, чтобы Да. посмотреть, наткнулся на эту колонну, они его взяли, мы его потом обменивали. Захватили его, в заложники взяли. И вот тогда уже насторожились все, эта вертушка не отвечает. Оказывается, этих парней значительную, большую часть повезли в Гальский район, якобы там это самое, обедать в столовую. Оставшихся несколько человек взяли в плен сразу эти. Ну, гвардейцы. вопрос, да, вот это первый день войны, кстати, вот помните, вы участвовали в передаче, мы обсуждали, да, и вот тогда тоже много интересных вещей сказали, но вот вопрос, Владислав Григорьевич, почему не принимала эту информацию? Я же Трудно говорю, ответить на этот вопрос. ну, это не озвучивалось, но я вот уже сопоставляя все факты, думаю, что все-таки его поставили в известность о том, что войдут какие-то части не дальше, чем в Гальский район, для того, чтобы освободить Кавсадзе. Ну, во всяком Но он случае, мог не поделиться этой информацией с вами? я не знаю, из каких он источников близким это знал. окружением. Я, во всяком случае, не знал. После того, как я окончил институт, я учился на Донбассе, в Горловке, тогда это было Украиной. Вот. Поэтому мне очень хорошо понятно и знакомо то, что происходит на Украине, и происходило все эти годы. Я видел эту всю динамику развития Украины. И Мне вообще очень интересно, что Сергей Миронович, который отвечает на наши вопросы в этом проекте, он в свое время начинал с Тбилисского университета, института, в общем, да, а вы вот учились, получается, в Украине тогда, да, я учился, на да, Донбассе, да. изучал украинский язык, изучал культуру, историю и так далее. Это очень интересное, конечно, для меня наблюдение, и у меня всегда болит душа за то, что там происходит. Очень жаль, что... Вот посмотрите, если мы вернемся опять к этому вопросу, маленькая Абхазия, без всех этих благ и заводов, там таких огромных ресурсов, с которыми осталась, допустим, Украина или Молдова, когда они получили свою независимость, да, отделились от, как говорится, стали независимой страной, у них остались огромные Ну, предприятия, ресурсы, да. ценности. У них было все для того, чтобы стать успешной страной. И вот к чему они пришли. Хорошо, после Горловского университета вы... Я сразу вернулся в Абхазию после окончания. И первым местом моей работы стало Министерство иностранных дел. И моим первым шефом был Сергей Миронович Шамба, которому я безмерно благодарен, считаю своим учителем, своим авторитетом. Он многому меня научил. И так получилось, что я стал карьерным дипломатом. Я прошел все практически отделы Министерства иностранных дел, везде отработал. А вот это Гарвардская школа права или права человека Это, в институте да. Уэльса Южного, это что Это Гарвард, это были такие курсы, очень интересно, я Ну, а очень как вы рад. туда попали? Вот, Тогда это был, я не помню, 2000 год или 2001. Я туда попал по одной из программ образовательных, которых было много в Абхазии. По линии, эти программы финансировались США. И я туда попал в Гарвард, тогда были еще ребята из Абхазии, были ребята из Осетии, были ребята из Грузии. И это все был образовательный проект в области ведения переговоров. Я не знаю, как для других, меня это очень, проще говоря, если можно так сказать, зацепило. И мне понравилось этот предмет, его вел создатель вот этой методики ведения переговоров Роджер Фишер, с которым я познакомился лично. В то время ему было, представьте, в 2000 году
где-то около 90 лет, уникальный, интересный А человек. что главное для переговорщика? Вот это образование, там как-то это учитывало? Главное, переговорщик, что, Это какими очень качествами? интуитивная, это Да? очень интуитивная Да? методика, но несмотря на это, ей можно обучиться, она очень проста. А, Я могу, если хотите, для наших телезрителей, для вас Давайте. самый короткий курс, чтобы объяснить всю эту книгу, да, всю эту методику 3 тезисами. Давайте. Во время переговоров самое главное, отделяйте человека от проблемы. Вот вам нужно добиться какого-то решения. Вот самое главное, запомните, я прошу всех, когда вы спорите, ругаетесь, не отождествляйте вашего оппонента с проблемой. Ну и Замечательно. много-много-много Запомнили. других, и много Дальше. других там разных есть важных принципов. Но и вот, мне кажется, этот легко запомнить. Если вы хотите достичь компромисса, постарайтесь смотреть на человека. Да. Ну, нечто похожее на Карнеги, то, что он нам говорит, там, Абсолютно предлагает верно. и так далее. Продолжим нашу программу. Ваше становление как политика происходило в Айтгылара или в абхазском парламенте, первом парламенте? Нет, конечно, Вайтгылара, потому что ну, действия наши такой характер политический имели. Я когда возглавил, мы уже, я же сказал, мы совершенно на новые рельсы это все поставили. Мы создали фактически партию, которые приезжали со всего Советского Союза делиться опытом, как газету мы издаем, как это все у нас функционирует. Потом переговоры многие были, из Грузии же приезжали, академики приезжали на переговоры, Жваня, которого потом убили в Грузии, приезжал на переговоры. Из Мигреля приезжали представители интеллигенции, которые тоже были настроены, так сказать, на создание мигрельского государства. Кстати, мигрельский вопрос, он всегда большое вызывал в Грузии беспокойство и каждый раз заканчивался репрессиями. Это при Сталине, которое было дело, мигрельское дело, когда репрессировали многих представителей мигрельской интеллигенции. Потом после нашей войны в 1993 году вспыхнул там бунт в Мигрелии, который тоже подавили жестоко, всех это самое физически устранили. Так что такие настроения там в мигрельском обществе, они периодически возникали. Я не знаю, как сейчас там это происходит. Да. Я помню, я приехал как-то в Грозный во время войны, там по поводу самолетов с Дудаевым разговаривать. И в это время говорят, что Гамсахурдия хочет со мной переговорить. Гамсахурдия жил тогда в гостевом доме бывшего обкома партии. Но я не хотел один идти, и мы с генералами пошли туда. Но он хотел, чтобы мы перекинули для его сторонников, Лотико Баля, Мигрелов, оружие перекинули, потому что мы тогда из Грозного самолетами нашим перекидывали в Кварчал оружие тоже. В Кварчал и в Гудаутский район перекидывали. Он это знал и попросил, чтобы мы в Кварчал перекинули, а кварчальцы там контакты имели с мигрельским движением, чтобы они им передали. Но мы это договорились, мы это и сделали, короче говоря. И перед тем, как уйти, генералами говорит, ну, господин Звят, зачем вам в Грузию возвращаться? Вот возвращайтесь в Мигрелью, создайте Мигрельскую республику. Гена уже по-своему буферное государство думал, как построить. А Гамсахурди ему говорит, нет, Батону Гено, так думают только неграмотные мигрельцы. Ну да. Он, скорее всего, не болел мигрельской проблемой. Не болел. Масштаба другого был, да. Ну да, не болел мигрельской проблемой, да, человек, для которого главным лозунгом был лозунг «Грузия для грузин» и так далее. Тут мигрельская Я вот рассказывал, недавно там организовал один такой грузинский журналист, и там я был, и Колбая, Вахтанг. За что здесь шум подняли, как можно разговаривать с представителем автономной республики в Грузии.
Мы с ними много встреч проводили. В Стамбуле, в Афинах, в Ялте были дипломатические встречи, на которых участвовало большое количество вот этих депутатов, бывших наших. Это когда вот? Ну, Эти это, встречи когда происходили? Это было в районе 2000-х, в начале, в конце 98-го, в 2001 году в Афинах, по-моему, был, до этого в Стамбуле был, а потом в Ялте был. И там участвовали все вот эти представители автономных республик, которые с нашими представителями общественности там переговоры, разговоры вели. Кстати говоря, в тот период после войны очень много было таких контактов на разных уровнях. И там вот на этой встрече, где на этом, во время этого разговора, где мы с Колбая участвовали, вот я как раз вспоминал о том, что с Гамсахурдия, кстати, больше был склонен к компромиссам, чем потом пришедшие ему на смену люди. Он вот присылал своего представителя, я об этом рассказал тогда, по фамилии Рацхеладзе, по имени Гулбат. Это был его близкий человек, он приехал, хотел со мной встретиться. Я попросил Нодара Чанба, и мы в капеле, в кабинете у Нодара, такой маленький кабинетик, мы еле помещались, там 4 человека. И он говорит, что Гамсахурди меня прислал, говорит, с тем, чтобы можем ли мы обсудить вопрос создания федеративного государства типа Чехословакии. Он даже такую фразу сказал, как оно будет называться, Абхазо-грузинская федерация или грузино-абхазская, ну это будем, мол, обсуждать. Ну я сказал, будем обсуждать, разъехались на этом. Ну потом это, конечно, ни им не дали, и мы здесь не соглашались на федерацию тогда. Ну, кстати, вы, наверное, знаете, что из всех абхазских политиков, на мой взгляд, больше всего грузины цитируют вас. Может, потому что у вас было много вот таких вот контактов? Вы знаете, я же чаще всех, наверное, я в Тбилиси бывал, я на телевидении меня приглашали всегда. Я, кстати, находясь на телевидении грузинском, я им сказал, слушайте, вы определитесь вообще, что вы хотите. Если вы хотите вернуть территорию Абхазии, вы уже это пробовали, у вас это не получилось, тем более сейчас уже не получится. Если вы хотите доверие абхазского народа вернуть, тогда действуйте другими методами, не так, чтобы блокады объявлять, ограничивать и прочее. Мы продолжаем абхазский путь. Сергей Миронович, во время Отечественной войны народа Абхазии вы в 1993 году занимали должность первого заместителя министра обороны. И вот должность военного комиссара совмещали, я так понимаю, да? Что требовалось от военного комиссара? Но это была политическая работа. Военный комиссар, это означало, что я был представителем парламента, Верховного Совета, вернее, представителем Верховного Совета в армии. Вот. И мы тогда, я Колю Джонова взял заместителем, и мы тогда создали систему, во всех подразделениях были представители, политические представители, это активисты Айдглара в основном были, вот, которые политическую работу проводили, это была важная миссия. Хочу вспомнить интересный штрих из вашей биографии. Вы служили в советской армии, служили в Чимкенте, в Казахстане. Но вот этот опыт, который вы получили тогда, как молодой военнослужащий солдат, вообще потом как-то отозвалось, где-то вам помогло? Да, ничего это не помогло, конечно, потому что совсем другие здесь были условия и так далее. Но как ни странно, вот все получилось так, как я вот и предполагал. Вот я же рассказал, что мы собирались, где-то в лесу собирались, перед войной обсуждали планы и так далее. Я тогда вот это и сказал, я говорю, знаете, война такая будет, что у нас фронт будет по Гуместе. И в Восточной Абхазии нужно будет действовать методом партизанской войны. Вот это все, что я говорил, так оно, кстати, и случилось. И когда мы только, значит, отошли в Гудауту,
Вдруг приехали представители круглого стола Грузии, 3 человека тогда. И хотели встретиться с руководством Абхазии. Владислав Арзенба отказался, и мне поручил с ними разговаривать. И я вот как раз это им, кстати, буквально и сказал. Я говорю, вы что, надеетесь на свои танки, что ли? Я говорю, у нас такой рельеф, что мы ваши танки будем щелкать, как орехи. Я говорю, и все закончится тем, что мы придем и в Кутаиси абхазский флаг повесим. Они говорят, вот, дорогой Чуть было не Сергей, повесили. вот, дорогой Сергей, давайте в Кутаиси сделаем нашей общей столицей, будет. Я говорю, я говорю, один раз уже сделали, не можем от вас избавиться. Я говорю, Да, такие кстати, тоже. кабардинские добровольцы, я помню, ребята рассказывали, после того, как повесили флаг на Ингуре, какие-то подразделения наши, преследуя грузинские оккупационные войска, они пошли дальше. И они говорят, мы надеялись на то, что зудите мигрельцы вот как-то вот встанут и воспользуются вообще этой ситуацией. Для многих мингрелов же есть определенная Но мечта, это же- кстати говоря. Да? Нет, но... ну это же было, там же поднялся Мигрельский, вот за что потом этого Лотику Бали осудили и так далее, которому оружие перекидывали туда. Они же начали военные действия. Решительности. Вот мы- как мы не ребята офи- объясняли, я-то не знаю Ну, эту историю, если не б- хватало если бы решительности. тогда Да. десантники российские не высадились в поте и не остановили это продвижение, то Тбилиси бы пал бы, да, потому что мигрантам мы тоже помогали, наши ребята тоже там участвовали. Ну да, вот какие дела еще Но просто происходили. когда с то, русскими что- мы не захотели сталкиваться, мы отошли, и все на этом закончилось. Да. Хорошо, значит, все же то, что вы служили в советской армии и прошли этот путь, все равно думаю, что это Нет, было это важно. совсем другой опыт был, конечно. Не, опыт другой, но я что имею в виду? Вы же познали, что такое армия. Ну, это Да, да. в конечно. этом смысле. Да. Еще вот, Для меня лично это полезно. да. Но я хочу повредничать. Вот скажите, ребята молодые, которые имеют амбиции в политике, да? Вот. Политик, который не прошел армию, это нормально? Я считаю, что ненормально. Потому что все-таки для молодого человека это определенный закалка. Я хоть и, честно говоря, не был таким домашним мальчиком, но для меня армия тоже и много полезного дала лично для меня. Ну, дисциплине научила Да, определенной дисциплине. дисциплине, да. Политик, который не знает, как функционируют вообще вооруженные силы и так далее. Ну, и, во-первых, если он не пошел в армию, значит, он уклонился от одной из своих главных обязанностей, как гражданина. Ну, если он, как гражданин, обязан пройти эту службу, защиту Родины, то это уже говорит о искренности его отношения к своей Родине. Да, но мы, наверное, знаем, ну, и опять же, я не говорю, что я хорошо знаю эту ситуацию, но какие-то внешние наблюдения дают повод сказать, что в основном служат крестьянские дети. Да, больше возможностей Крестьянский. отмазаться, конечно, есть у тех, у кого какой-то, да, есть папа важный. Мой следующий вопрос. Вы 4-й министр иностранных дел Республики Абхазия. И больше, чем кто-либо, насколько я знаю, длительное время вы возглавляли это ведомство. 13 лет. Да? С 1997 года по 2010 год. Вы руководили Министерством иностранных дел, и, в принципе, время было непростое. Мне кажется, что в тот период в Абхазии было много, как сказать, представителей разных международных организаций. Приезжали, что-то изучали, общались, контактировали и так далее. Из того, что я видела по телевидению, конечно, мне казалось, что вам приходилось с ними общаться, и общались
наверное, нормально, если вот они с таким уважением общались с вами, говорили с вами и, в принципе, отзывались о вас. А, Это во-первых. И второе, вот я хочу здесь процитировать такой момент. В апреле 2007 года Госдеп США отказался выдать Шамбо американскую визу для участия в заседании Совбеза ООН. Российский постпред в ООН Чуркин назвал это серьезной политической ошибкой, в знак протеста покинул зал заседания Совбеза. Что это было, напомните? Ну, знаете, есть такая формула. В ООН могут по такой системе АРИА приглашаться представители непризнанного государства. И российская делегация в ООН, вот покойный тогда посол Это 7-й Чуркин, год, прямо накануне признания практически. Да. Они организовали такой формат по АРИА и пригласили, я был приглашен в ООН. Вот. Я приехал когда в Москву получать визу, мне не дали визу просто в России. И консул настолько был, это американский консул, настолько смущен был, он извинялся, он вышел со мной, это на 2-м этаже было, он вышел со мной на улицу, за дверь вышел меня провожать, извиняясь, сказал, ну мы будем, может быть, еще получим и так далее. Но это было явно сделано. Но о чем это говорит? Они, значит, боятся того, что мы свою правду скажем. Они признали Косово, да? Мы, в отличие от Косово, мы сами, мы, во-первых, исторически вся наша история говорит о существовании абхазского государства со средних веков, что мы живем на своей территории, это очевидная вещь. Мы сами самостоятельно освободили свою территорию, понимаете? И все эти факты не учитывать невозможно. И поэтому, когда сегодня говорят представители Госдепа США там, и других западных стран о том, что вот Россия оккупировала Абхазию, совершенно игнорируют все, что было до 2008 года. И российские здесь пограничные войска и российская база находятся уже по договору с независимой республикой Абхазия. Вот вы возглавили МИД после Сергея Мироновича. Это 10-11. Да, недолго вы возглавляли это ведомство, но интересно, что вы его возглавили уже после признания Абхазии Российской Федерации. Да, и вот интересно, вот ваш период, когда вы возглавляли это ведомство, он как-то отличается или отличался вот, до и после, вот, да, вот в каких условиях работало Министерство иностранных дел? Я помню те годы, когда я только пришел в МИД, когда мы работали практически за буханку хлеба, когда не было компьютеров, когда все решалось по телефону, по факсу, мы связывались с какими-то странами, звонили, отправляли факсы. Я помню, как мы переводили все доклады генерального секретаря ООН о ситуации в Абхазии. Вот. И это интересный был очень период, романтический период. Потом я очень долгое время, с 2004 года, я был заместителем министра. Так что вы можете сравнить, в общем-то. И да. я могу сравнить. И, вы знаете, такой же вопрос, и приходилось очень много лоббировать и ездить по многим странам мира. И вот такой же вопрос, как вы задаете, мне задавали многие мои друзья, дипломаты из других стран. Из европейских, американских, там другие, многие. У меня в мире очень много друзей, к счастью, вот Бог мне дал. Очень Несмотря хорошо. на то, что как бы мы находимся в разных лагерях, но тем не менее. И они мне говорили всегда, слушай, а что вот значит быть дипломатом непризнанной страны? Как это? Я всегда отвечаю, что никакой сенсации в этом нет. Наша работа, она абсолютно такая же, как и ваша. Просто мы преодолеваем немного больше трудностей, чем вы. Замечательно сказано, да. И да. поверьте, это именно так. И всегда это было так. Потом вот этот период, о котором мы говорим,
о признании России. И я помню, 2008 год был очень знаковым и очень интересным. Это был год, когда Грузия планировала военную операцию против Абхазии. И это уже не секрет. Ну да. Это год, когда нас посещало очень много высокопоставленных европейских чиновников. И вот после 8-го года они все как бы испарились. Вы Вы помните, как это знаете, происходило? да, и я вот хочу особо на этом акцентировать внимание, потому что в то время, когда Сергей Миронович был министром, я был его замом, мы с ним вместе проводили очень много встреч с иностранными послами, гостями, министрами и так далее, и так далее. И я помню ту нашу наивную веру в международное сообщество и в международное право. Когда мы вот, начиная даже вот с этого письма 1988 года и дальше, и наш переговорный процесс, как мы в нем участвовали, как мы ссылались на соглашения, которые мы подписывали с Грузией, как мы выполняли эти соглашения, как Арзенба принял решение вернуть грузинских беженцев в Гальский район, выполняя рекомендации, все вот этот переговорный процесс, мы всегда шли в рамках тех соглашений, с которыми мы соглашались, и пункты мы выполняли. Грузия постоянно их нарушала. И тем не менее, мы верили как бы в верховенство международного права, мы верили в эту так называемую поддержку международного сообщества, когда мы говорили европейским, американским дипломатам, ну вот Грузия нападет на Абхазию, что вы сделаете? Грузия получит осуждение со стороны международного сообщества. Международное сообщество не позволит. Я помню 2008 год. И поверьте мне, я вам вот сейчас передам слова европейских чиновников, которые тогда к нам приезжали. Тогда был у нас в гостях Хавьер Солана, тогда был Штанмайер, тогда был, и помимо них, огромное количество практически всех западных послов, которые базировались в Грузии, посольство США, советники госсекретаря и так далее, и так далее. И на наш тогда, вот на наш, это было реально, это был, вот такой вопрос был задан. Грузия готовится к войне, она готова напасть на Абхазию, на Южную Осетию. Что вы будете делать? В этом случае со стороны международного сообщества, ну имелся в виду коллективного Запада, будет очень-очень жесткая реакция. Грузии придется забыть о своих западных европейских устремлениях и навсегда забыть о возможности вступления в НАТО. Решение, вот вы упомянули по Гальскому району, возвращение беженцев в Гальский район, это произошло под, наверное, серьезным давлением? Ну, вы помните, одно из серьезных давлений, я понимаю, что тогда это было принято и как и стратегически важный ход, потому что нельзя было оставлять Гальский район пустым, незаселенным и так далее, и так далее. И мы считаем, и считали тогда, что все равно жители Гала – это жители Абхазии, это наше население. Но тем не менее, еще тогда, если вы помните, были введены вот эти жесточайшие санкции и эмбарго против Абхазии. И, кстати, не все поддержали, но санкции против нас ввели Россия, конечно. Грузия, Азербайджан, другие страны Ну, СНГ. конечно, да. И это был жестокий момент, очень, очень жесткий такой удар санкционный против Абхазии, которая только что вышла из войны, с разрушенной экономикой. Именно в ваше время, когда вы возглавляли Министерство иностранных дел, произошло признание Абхазии Российской Федерации, выдающееся для нас колоссальное просто событие, которое переоценить невозможно. И вот после вот нашего признания многие международные организации, которые работали в Абхазии, они как будто испарились. Вы можете вспомнить, как они уходили, как они прощались, как они это объясняли, вообще что-то объясняли, или что на самом деле происходило после этого? Это тоже интересная история. Ну, урегулирование конфликта происходило под эгидой Организации Объединенных Наций. Вот. И периодически, значит, раз в квартал Совет Безопасности ООН там резолюции свои делал. Раз в полгода Генеральная Ассамблея рассматривала вопрос абхазский.
и продлевали миссию ООН в Абхазии, понимаете? И после признания, перед очередным продлением миссии, я им сказал, что теперь вы не можете писать Абхазия, запятая Грузия, запятая Абхазия. Я говорю. Потому что в Совете Безопасности ООН есть страна, которая нас признала, и для нее неприемлемо писать, что Грузия, запятая Абхазия. Понимаете, я говорю? В общем, короче, со мной переговоры вели из Нью-Йорка, там же временная разница, всю ночь по этому вопросу. Я предлагал формулировки компромиссные, при которых можно было избежать вот эту формулу. Нет, ни за что. И в итоге на этом прекратили, поскольку я сказал, мы не примем с другой формулировкой, вот как оно. Да, и на этом прекратилось. Но я потом в разговоре с некоторым представителем спрашивал, а почему вы так сделали? Ведь я вам давал формулировки, которых можно было избежать. Мне сказали, знаете что, но поняли, что теперь с Россией каждый раз из-за Абхазии сталкиваются с этой безопасностью бессмысленно и неконструктивно, поэтому решили прекратить эту миссию. И многие, конечно, тогда вот эти визиты, которые состоялись, дипломаты всех вот этих стран, включая китайские, приезжали в Абхазию на переговоры же к нам сюда. Вообще времени не было, постоянно одна встреча за другой происходила. Сюда приезжали, мы ездили. Ну а какие важные организации международные, кроме вот ООНовцев? Ну, Кто все. уехал? Все уехали? Нет, я имею в виду политические контакты, которые тогда были. Это приезжали послы разных стран в Абхазию. Гуманитарные организации, все ведущие гуманитарные организации в Абхазии работали. И сейчас продолжают работать. Мы предлагали ООН формулировку их новой миссии, но оказалось на Западе много сторонников того, чтобы здесь не присутствовала миссия ООН. Но я вспоминаю время, когда здесь была миссия ООН. Это было очень интересное время. Это было время активной дипломатической работы, взаимодействия с ООН, рос и наш МИД. Понимаете, то, что многие МИДы других стран проходят в какой-то долгий период, нам удалось, нашим дипломатам абхазским, удалось этот период пройти в более короткий срок, потому что мы постоянно участвовали в переговорном процессе и взаимодействии с такой глобальной организацией международной, как Организация Объединенных Наций. Майлз, посол, Ричард Майлз, посол Соединенных Штатов Америки в Грузии. Как раз это было в нулевых годах. Он там работал, насколько я понимаю, и как раз вы возглавляли наше внешнеполитическое ведомство. Скорее всего, наверное, вы были с ним знакомы. Скажите, была какая-то миссия Майлза в Абхазии? Я ему это говорил. Или это миф Его какой-то? же Да. прислали, я сейчас могу путать, кажется, это он, да, после Югославии. Ну да, это где-то вот, может быть, в четвертом После году или в после пятом. того, как вот они так. развалили Югославию. Я ему еще сказал, тебя прислали сюда, чтобы ты Абхазию развалил. Ну, он так смеялся на это. А с чем он шутил. приехал? Почему? Вот Не, была ну, информация по НТВ, и где-то что-то было на абхазском телевидении, но я не могу найти этот новостной материал, и все как-то замолчали. Что он хотел, что предлагал? Ну, вообще, конечно, непростое время было, но мы фактически противостояли всему миру. Ну да. И смогли это сделать. И, кстати говоря, вот, ну, у меня же и личные отношения с ними были, мы могли сидеть, разговаривать откровенно. Могли и Грузию критиковали при мне, и руководство Грузии, всякое бывало. Им тоже что-то не нравилось. Но у них, конечно, задача была поддерживать Грузию, это понятно. Ну Они да. это и не скрывали. Да. Но Поэтому там говорить о том, что за справедливость там или что-то такое, ничего нет. не было, но было какое-то предложение вот по поводу Нет. признания Абхазии и так Не-не-не, далее. Что-то он предлагал конкретно? Нет. Предлагала формула такая, была Бодена, тогда представителя Организации Объединенных Наций, который предлагал, но они же общую формулу вырабатывали вместе как-то же, не по отдельности.
где, значит, какую-то формулу урегулирования предлагал он, которая нам неприемлема была совершенно. Я ему как-то, у нас, знаете, какое общение было? Вот мы с ним в его резиденции, на кухне он спагетти варил, я стоял, и мы разговариваем с ним. Я хотел показать, как он... Это Боден, да? Да, хорошо делает спагетти, пасту. И мы разговариваем, я говорю, да не примем мы у вас вот это, мы даже ее не примем, говорю, с таким названием, этот документ. Вы хотя бы название поменяйте, чтобы мы приняли к рассмотрению. Он говорит, да нет, говорит, вам русские скажут, вы и так примете. Я говорю, ну вот посмотрите. И на самом деле приехали представители Министерства иностранных дел России тогда, по-моему, Лощинин был, с этим предложением тоже. И Арзен сказал, что нет, мы это не примем. И все на этом закончилось. Не знаю, вот что Так что я к чему это говорю? Что у нас было собственное видение, и там заставить нас никто не мог тогда. Знаете, почему я говорю это? Может и не нужно говорить, не знаю, потому что все настолько знаете, сложно вокруг они нас. откровенно, откровенно говоря, да, пытались мягко как-то сказать, вот если вы с Грузией, ведь нам же предлагали какой проект, вот если мы договоримся с Грузией, здесь приезжали специалистов, даже прислали, которые посмотрели, смету сделали, сколько нужно денег внести, долларах, для того, чтобы Абхазию восстановить. А потом, когда все это сделали, сказали, что вот с Грузией договоритесь, и тогда мы вам эти деньги дадим. Понимаете? Просто я знаю людей, которые говорят, что тогда по той информации, которая прошла по телевидению, говорят, что дважды НТВ делал такой материал, я, правда, не видела, не знаю. И что один раз вот был наш материал, и момент, когда Майлз злой уезжал из Абхазии и так далее, вот типа зафиксировал абхазское телевидение, но я не смогла это найти. И что говорят? Типа Майлз предлагал, возможно, даже признание Абхазии на каких-то условиях, но наша сторона вообще не стала говорить с ним на эту тему. Такого не было? Нет, такого не было, конечно. Все модели урегулирования согласовывались, обсуждались в Москве с Россией. Вы знаете, один из этих вариантов общего государства, который предлагал Примаков, и мы с ним тогда летали в Тбилиси, Владислав Арзен, он повез в Тбилиси, я тоже там был тогда там. Вот. Мы не приняли его. Ну и другие были варианты. Мы в Москве в присутствии Примакова, абхазская, грузинская стороны обсуждали разные варианты. Ну, в итоге ни до чего и не договорились. Но все проекты там обсуждались, в Москве. Ричард Майлз, который был послом Соединенных Штатов в Грузии, с ним вы когда-нибудь пересекались? Я пересекался с ним и с другими американскими дипломатами и послами в последующем. Многие из них тогда работали в Грузии секретарями посольства, и сейчас они являются послами в других странах. Тогда Джон Тефт еще, я помню, был послом США в Грузии, потом он, кстати, потом стал послом США в России. Интересно. Другая еще была сотрудница в посольстве в Грузии, она стала теперь послом США на Украине. И да, эти люди вот теперь вот представляете вы географию. слышали, что Майлз что-то предлагал? Ну, с американцами как бы у нас всегда был диалог очень активный в то время. И не только с ними, и с другими западными дипломатами, да со всеми дипломатами. А конкретное предложение по поводу признания Абхазии было? Да, такие разговоры звучали, такие идеи обсуждались, и мы тогда и рассматривали их. И бывало, что, вы знаете, было такое очень часто, и не только от американских дипломатов. Это очень интересно. Вот скажите, есть в народе такая молва, хотя меня убеждали, что в тот период была информация по НТВ,
И даже абхазское телевидение что-то такое снимало, что Открыто, Майлз предлагал руководителю открыто, нашей страны что-то, да, и типа, что открыто американцы об этом на телевидении под запись не говорили никогда, но это говорилось, обсуждалось в личных встречах. Они просматривали, естественно, прощупывали нашу позицию, естественно, американцам глубоко, извините меня за выражение, наплевать на территориальную целостность Грузии или еще чего-нибудь, или независимость Абхазии. было такое, что Майлз пытался что-то такое Им предложить, но главное обеспечить Арзамба свои интересы. И есть не воспринял его и не стал говорить на эту тему. да, и они не первые, и я не раз, когда, как говорится, лоббировал, да, работал Ну, и что они в Западной предлагали, Европе, например, и в что они Америке. могли сказать в Они таком... говорили о возможном признании Абхазии как независимого государства. В обмен на... Американцы говорили об этом более прямо, чем европейцы. В обмен на что? В обмен на более прозападную политику и позицию. Понятно. Мы же со своей стороны, ну, как бы, имея четкое понимание того, что это просто, как говорится, морковка, да, оплетка пока еще вот не видна нам, да, вот мы это понимали, я до сих пор это понимаю. Многие почему-то еще есть такие, я бывает слышу мнения, есть у нас такое, я хочу процитировать Бжезинского, да, вот этого основателя вот этой американской евразийской шахматной игры, Да, шахматной да. доски, да, вот этой стратегии, где Америка пытается развивать на постсоветском пространстве геополитический плюрализм. Это когда, и мы это все видим сегодня во многих странах, это когда мы сидим, находясь как бы в сфере прямых интересов России, да, и наш поворот на Запад будет непосредственно являться, ну, то же самое, что произошло с Украиной, непосредственно будет являться угрозой национальной безопасности России, играть с нами вот так, как картой, да, это очень... Ну, То есть то, что они тогда предлагали, воспринималось нами как опасная игра? Вот, в то в тех время условиях? это нами, и поверьте мне, еще до признания, когда наши отношения с Россией все равно уже развивались, стали выравниваться после ельцинского периода, да, и неоднократно у меня были встречи в Европе, когда мне говорили: слушайте, ну что вы с Россией дружите? Мы вас не поддерживаем, потому что вы друзья России. Вот Я эти говорю, а все. что изменится? Ну вот дружите с нами, мы вам дадим через фонды, начнем вам деньги давать там. Давайте с нами дружите, с Западом. Ну что вы с русскими все? Давайте на Запад. Мы вам денег дадим, поможем, потом будем говорить о признании. Ну понятно же, что это какая-то ловушка. Я им обычно отвечал, говорю, хорошо, я завтра вернусь на работу, вот в Абхазию вернусь, я выступлю с заявлением антироссийским, начнем курс как говорится, про Запад, говорю. И вы, пожалуйста, говорю, пришлите нам потом сразу летом 2 миллиона туристов, купите все наши мандарины и обеспечите нам безопасность со стороны Грузии. Ну, приходилось уже, как говорится, знаете, на пальцах объяснять те основные причины, основы нашего взаимодействия, нашей дружбы с Россией. Я не буду говорить о наших культурных связях, исторических и так далее. Бывают люди на Западе не понимают этого. Да. И такие, кстати, предложения, они могут звучать и сегодня. Говорят, что вот в результате вот этих переговоров с Майлзом, которые провалились, да, ничего из этого не вышло, Соединенные Штаты применяют в отношении Абхазии доктрину Стимсона, то есть доктрину непризнания. Что-то такое вообще где-нибудь озвучивалось? Хотя бы в кулуарах. Ничего такого быть не могло. Никакой независимости американцы нам не могли предлагать. Они всегда исходили из территориальной целостности Грузии.
Здесь, знаете, как-то у нас была встреча в Женеве, переполненный зал был, и в зале присутствовали политологи, политики, дипломаты. Переполненный зал был, в президиуме сидели спецпредставитель президента России Ельцина, спецпредставитель президента США по фамилии Перина, Лощинин и Перина. И, значит, грузинский представитель выступил, и я, выступая, сказал, вы знаете, фактически уже произошел раздел, и он происходит по линии реки Ингур, я говорю. Грузия находится под влиянием Соединенных Штатов Америки, Абхазия под влиянием России, и этот раздел уже произошел. Это вызвало бурю, значит, вопросов, и начали обращаться к американскому этому представителю. Он говорит, это не я сказал, это вот господин Шамба, его спрашиваете. Лощинина спросили, он тоже ко мне. Тогда все повернулись ко мне, я на первом ряду сидел. Я встал, повернулся и сказал, ну вы же слышите. Никто из них нет не сказал. Если говорить об этой доктрине 1932 года, есть более новая, более как бы 1933 года конвенция Монтевидео, где определяются 4 основных принципа государства. Территория, население, управление территорией, правительство и умение входить в международные отношения. Вот единственная пока существующая конвенция, которая определяет государство. Что является государством? 4 важных признака. Это конвенция Монтевидео. Это, кстати, одна из причин, очевидно, почему, ну, не очевидно, но это одна из причин, почему лоббирование и работа в Латинской Америке для нас так успешна. С 2020 года вы назначены секретарем безопасности Республики Абхазия. Я, как понимаю, в основе национальной безопасности это национальные интересы. В этой связи хочется задать вопрос. Я понимаю, что он, ну, это вообще большой вопрос и большая тема, но можно и коротко, наверное, об этом сказать. Какие главные внутренние и внешние угрозы вы видите нашим национальным интересам? Хотя бы просто сформулировать. Ну, да, самая главная наша угроза – это неурегулированность вопроса с Грузией. Хотя в 1997 году, когда мы летали в Тбилиси, о чем мы говорили, там был подписан меморандум о том, что стороны отказываются от применения силы и угрозы применения силы. Этот документ существует, его подписали 2 президента. Я не думаю, что сегодня есть возможность на уровне президентов подписать какой-то значительный документ. Арзенба и Шеварнадзе подписали тогда. Но все-таки мы на женевских встречах постоянно ставим вопрос о подписании такого договора мирного, чего не происходит. Вот. Так что главная наша угроза – это возможность новой войны. Вопрос неурегулированным остается. Мы видим, что нынешнее руководство Грузии, во всяком случае, заявляет о том, что не склонно к развязыванию войны новой, но мы не знаем, как поменяется руководство. Мы знаем, что оппозиционные силы в Грузии настроены по-другому, более агрессивно и так далее. Поэтому это главный вопрос. Второе, очень важное для нас, это возможность экономического развития. Понимаете? Вот что самое главное для экономического развития любого государства? Это внешние инвестиции, это внутренний потребительский спрос и экспорт. Вот. Ну, я очень часто слышу от наших даже политиков, даже вроде бы экономистов, что нам инвестиции не нужны. Ну, это же полный абсурд. Есть вопрос, который я не могу вам не задать, как секретарю как раз-таки Совета Безопасности. Я не знаю, вы этим вопросом занимались или нет, но как вы думаете, неконтролируемое такое стихийное заселение, которое идет многие годы в Абхазии, это не угроза? Ну, конечно, угроза. Самая большая
самое большое опасение в нашем обществе – это опять превратиться в меньшинство на своей родине, как это было в Грузинской ССР, при Абхазской АССР. Поэтому для этого у нас есть власть, для этого должны быть соответствующие законы, контролировать соответствующим образом это надо. Вообще, может, настало время изучить вопрос этот? Вообще, в каком состоянии все это? Вот заселение, о котором я говорю, это миф или на самом деле мы не видим, но происходит нечто важное? Нет, есть много желающих, и это хорошо, значит, Абхазия привлекательна. Жить в Абхазии хотят многие, да. Но это не такие масштабы, потому что не позволяет наше законодательство на сегодняшний день. Если будет какой-то приток без получения гражданства, то это одно дело, потому что это как раз и даст возможность для более такого интенсивного спроса внутреннего. Но мы должны в большей степени вот это обеспечить за счет приезда туристов, потребительский спрос, я имею в виду. А те люди, которые приезжают сюда и живут там без гражданства, у них, понимаете, нет права, они не могут жилье купить. Но дело в том, что они покупают, я об этом говорю, Вот покупают это создает незаконным путем, и у нас... это создает и всякие серые схемы, и приводит к всяким криминальным потом последствиям. Вы как-то на каком-то мероприятии, кажется, в Доме Москвы, в своем выступлении сказали о том, что абхазы должны быть частью русского мира, что в Абхазии является частью русского мира. И в свое время муж Нехварский, кстати, во время войны в интервью тоже говорил об этом. Мне просто интересно знать, что, по-вашему, русский мир? Что это значит? Ну, это же очевидно, что мы являемся частью русского мира, потому что мы мировую культуру познали через Россию, через русский язык, через переводы на русский язык мировой литературы. Всю мировую культуру мы узнали через русский язык. Мы пользуемся русским языком наравне с абхазским иногда, и многие, особенно молодое поколение, лучше знает русский язык. Поэтому здесь это бесспорно. Я не знаю, противоречит ли этому мое представление, но я долгие годы жила с ощущением того, что мы часть историко-культурной общности, которая называется Кавказом. И для меня вот именно в ценностном плане и мировоззренческом это было важнее всего. Поэтому этот вопрос русского мира, о котором делается заявление, мне стал... Нет, ну, мы, несомненно, часть кавказского мира, это да. Но еще раз повторяю, мы достижения мировой культуры узнали не через кавказские языки, а через русский язык все это познавали. Ну, видимо, зависит от того, какие критерии вот, определения того, что есть русский мир. Насколько я знаю, вот из литературы, впервые этот термин применил Достоевский еще в XIX веке. Ну, я вам скажу, да. Мы привержены православию. Традиции у нас как-то... Ну, православие, оно все-таки византийское. И для России, и для нас тоже. Это византийское православие. Уже нету. Да. Византии уже нету, а это перешло России по наследству. Хорошо. Потому она и называется Третьим миром. Я читала Гумилева по этому поводу, да. Но он тоже вот пытается дать свое понимание того, что есть русский мир, и он считает, что это такая экстерриториальная общность, в основе которых в основном мировоззренческие какие-то важные ценности, единые мировоззренческие ценности, он так считает. Но почему я задаю этот вопрос? Достоевский, которому приписывается появление этого термина, он, кстати говоря, как это понимал? Скорее всего, он русский мир... что он пытался в нем найти? Некую альтернативу западноевропейской цивилизации. Ну вот... Альтернативу искал. Да, ну, вот уже многие, кстати говоря, авторы делят мир на разные цивилизации. И существует... Абхазской цивилизации нету. Но есть русская цивилизация, которая включает в себя и Кавказ,
И это татар включает в себя, и нас, абхазцев, включает в себя. Вот это и есть русская цивилизация, поэтому мне кажется, что это естественно получается, что мы в этом... А термин Но мы же- евразийская цивилизация, она мы применима? же мы же не в арабской цивилизации находимся. Нет, конечно. Мы нет. не в тюркской цивилизации находимся, Да-да. не в европейской находимся цивилизации. Вот, А что остается? евразийская? Ну, евразийской такой цивилизации русская единой нет. цивилизация тоже, она Евразийская это евразийская. географическая... А? Она тоже евразийская, русская цивилизация. Нет, это она географически находится в Евразии. Но выделяют русскую на евразийском континенте части выделяют русскую отдельно, там европейскую отдельно, ну, тюркская частично тоже здесь присутствует. Хорошо, типологий много, там и тоинды, и другие, и так далее. Я Да. так сильно углубляться в этот вопрос не хочу. Мне просто хотелось в целом вот узнать. В последнее время слышу много о том, что вот свобода слова в Абхазии сворачивается. Это возможно? Ну, я не знаю, мне кажется, что у нас свободы слова больше, чем где бы то ни было. А сворачивается она из чего это видно? Кого-нибудь прикрыли, закрыли какие-то средства массовой информации, кого-нибудь привлекли к ответственности, чего такого нету. Политзаключенных тоже нет, и слава богу, и не будет, не дай бог. надеюсь. Да, Да. да, да. Понятие «русский мир», оно, естественно, уже имеет очень глубокую историю, но использоваться и таким популярным выражением стало совсем недавно. Кстати, с началом СВО. И я тоже пытаюсь для себя это как-то определить и понять, и я думаю, что да, я понимаю, что такое русский мир. Это когда ребята, чеченцы, да, солдаты Ахмат, батальон Ахмат, да, когда они освобождают там людей, замурованных там в Мариуполе, в подвале, мирных граждан, из подвала вытаскивают, и те им снизу кричат: ребята, вы русские? И те говорят, чеченцы говорят: да, мы русские. Ну, это не от того, что они предают свою чеченскую нацию. Это нечто другое. Это то, что сегодня является, мне кажется, объединяющим на постсоветском пространстве, которое выступает против вот этой вот западной гегемонии, вот этой шахматной игры, которую очень нагло и очень, знаете, безжалостно на бывшем советском пространстве, на вот евразийском пространстве играет США. Хорошо. Вы почти подошли к пониманию этого вопроса Достоевским. Кстати, от него все это и пошло в свое время. Российско-абхазские отношения. Какое место в них занимает фактор непредсказуемости? Много этого фактора в этих отношениях? Непредсказуемости. Мир вообще непредсказуем. И то, что сегодня мы переживаем, последствия этого прогнозировать очень сложно, потому что идет переустройство мировой системы. Это не так часто происходит в мировой истории, всегда это сопряжено с конфликтами и часто с масштабными войнами. То, что сегодня происходит, это может вылиться в совершенно непредсказуемые последствия, и многие прогнозируют такое продолжение, вплоть до применения ядерного оружия. Об этом все-таки говорят. Но я имею в виду в наших не знаем. отношениях, в наших взаимоотношениях. Наши отношения с Россией, они должны прочно строиться на нашем договоре о союзничестве и стратегическом партнерстве, понимаете? И здесь у нас есть свои обязательства, так же, как мы ожидаем от России выполнения с их стороны их обязательств, особенно в части нашей безопасности. Это всегда серьезный фактор в любых отношениях. Но есть определенная, мне кажется, непредсказуемость – это привилегия сильных. И предсказуемость – это вежливость сильных, да, как точность, вежливость королей, вот предсказуемость – это вежливость сильных. А непредсказуемость в политике – опасная вещь.
Но вот в плане Абхазии я не вижу вот того, что можно назвать непредсказуемым. Оппозиция. Оппозиционное поле по содержанию. Что это? Вот, как оно выглядит, оппозиционное поле в Абхазии сегодня? Не буду давать характеристику, потому что я постоянно встречаюсь, конечно же. Мы живем в маленьком обществе, Не, ну, в и мы общем дружим. как-то, Да, да, в общем, мы все, каждый из нас, и вы, и я, мы все периодически являемся частью власти и частью оппозиции. Мне кажется, такой опыт в других странах просто невозможно представить. В Абхазии он реален. И это очень интересно. И знаете, у меня пришло на ум такая идея, что в Абхазии борются, как и в США, две партии. Мы говорим много о многопартийности, но это все неправда. В Абхазии две партии. Партия традиционалистов и партия реформистов. И вот идет постоянно, как у американцев, демократы, республиканцы. Это постоянно меняется. И вот, я считаю, вот такая вот наша действительность. И оппозиция, если говорить об оппозиции, сейчас я вот сотрудник администрации президента, я помощник президента по международным делам. Я являюсь частью власти. Придет момент, безусловно, это уже было со мной И раньше. вы окажетесь в оппозиции. Я окажусь в оппозиции. Я мечтаю, я желаю вообще о том, что всегда я обращаюсь и к нынешней оппозиции, и к будущей оппозиции. Ну да. Всегда быть конструктивными. Всегда не стремиться только критиковать, но и предлагать решения. Помогать. Вы знаете, это очень интересный такой, если научиться в Абхазии использовать этот очень важный ресурс, и власть, и оппозиция, и интеллигенция, о которой мы говорили, которая будет формой этого взаимодействия, и нашу систему образования, Абхазский государственный университет, студенты, АГУ это маленькая страна в миниатюре. Это неотъемлемая часть государства. Без государственности не будет Абхазского университета. Без Абхазского университета не будет государственности полноценной. Правильно. Все эти элементы надо использовать. И опять-таки конструктивизм, конструктивность. Не переходить на какие-то личные эмоциональные всплески, а просто попытаться именно в решении вопросов, извините, я занимаю, наверное, много времени, но я хочу очень важную внести сюда мысль. Мы в Абхазии очень часто сталкиваемся с проблемами различными. И нам эти проблемы кажутся абсолютно уникальными, такими, что их невозможно решить никаким путем. И от того, что мы не знаем, как их решить, мы начинаем говорить о том, что проблема в менталитете, проблема в лени, проблема в отсутствии денег. И начинается вот это соревнование в том, кто больше перечислит проблем. Заметьте наши форумы и выступления в Абхазии, которые происходят, конференции. Все. Вот человек выходит и говорит о проблемах, и у нас можно соревнование устроить. Вот так красиво мы об этом говорим. Так вообще, с разных сторон. Это все так обтесывается, так красиво. Каждый подходит к этой теме, что вот то, вот все, вот там вот демография, там еще так далее, и так далее. Очень много проблем. Но они не единственные, как бы они не уникальные для нас. Есть в мире другие страны, которые решили эти проблемы. И вот если возвращаться, вот вы говорите, оппозиция, опять я вот хочу это все как бы... Давайте использовать международный опыт. Давайте сядем на самолет, полетим в другую страну, где это решено, изучим, как это сделано. И применим у нас в стране самый лучший опыт, который есть в мире. Ведь все открыто, это все можно использовать. Да, просто так называть проблемой, перечислять проблемы, Да, в это этом плане ничего у нас не дает, очень, потому да, что как-то мы это очень часто выход делаем. какой, решение какое Да. и так далее. Если ты это делаешь от души, ты начинаешь искать, как можно это решить и предлагать, конечно. Да. Оппозиция должна быть, это совершенно очевидно. Но у нас все-таки мы переживаем становление
демократических институтов. И впервые в нашей истории строим демократическое государство. И у нас свой собственный опыт. Мы, конечно, много ошибок совершаем на этом пути. Но есть и достижения. Вот интересно ведь, что бывали такие критические моменты в нашей современной истории, и мы находили выходы из этих ситуаций сложных. Путем диалога между властью и оппозицией вот это происходило, в парламенте это происходило. Сейчас очень часто начали что-то ругать парламент, но я хочу напомнить, что все кризисные моменты в нашей современной истории, они в конечном итоге возвращались в парламент и там находили выход из этой ситуации. Вот. Поэтому хочется, чтобы оппозиция все-таки выступала с какими-то конкретными предложениями в плане развития нашего государства. Мне кажется, что все-таки в самые сложные моменты мы умеем договариваться. Наверное, было время, когда и вы в том числе, хотя конкретно назвать ничего не могу, но говорили о многовекторности. Теперь на повестке, по-моему, такого ничего не происходит, но исходя из этого, мы понимаем из ситуации геополитической и прочей. Хочу вас спросить, какая разница между проабхазским и пророссийским политиком? Есть ли разница? Когда мы говорили о многовекторности, тогда, когда у нас не было признания еще со стороны Российской Федерации, даже мы были изолированы и так далее. И имелось в виду не политическая многовекторность, а поиски экономических партнеров. Об этом шла речь, потому что говорить о том, что мы ждали, что нас кто-то признает, кроме России, это было нереально вообще. Что нас могла признать Турция или какая-то европейская страна, что ли? Нет. Но тогда у нас 80% нашей торговли шло с Турцией, если вы помните, когда мы были изолированы. Сейчас, когда у нас есть договор с Россией, у нас есть обязательства о том, что мы координируем наши дипломатические, внешнеполитическую деятельность Российской Федерации, конечно, мы должны следовать нашим союзническим договоренностям. Сегодня Россия фактически ведет необъявленную войну, она называется специальная военная операция, но противниками России открытыми являются более 50 стран, в том числе все европейские государства, североамериканские государства, скандинавские государства. И мы должны это понимать тоже. Вы как, всегда, наверное, проабхазский политик все же, да? Понятно. Сейчас у вас еще имидж пророссийского политика. Есть там разница? В наших абхазских интересах иметь такого мощного союзника, ведь каждая страна пытается иметь надежных союзников. Соединенные Штаты Америки, которые имеют, как считают, самую передовую армию в мире, перед тем, как начать какую-то операцию, ищет союзников. Вместе с союзниками это осуществляет. Нам впервые в нашей истории современной, постсоветской, удалось достичь невероятного, что самая большая страна в мире, ядерная держава, член Совета Безопасности ООН, является нашим союзником. И это как раз есть в наших абхазских интересах самое большое достижение. Трудно представить в Абхазии политика, который, будучи проабхазским, не будет, в каком плане пророссийским, но не будет благосклонен к России. Вот мне трудно это представить. Если такого политика представить в Абхазии, который проабхазский и не благосклонен к России, не пророссийский, то про какой он? Допустим, представим, что он будет прозападный,
ну как, ну может быть, пусть будет такой политик у нас, хоть как бы он будет предлагать нам какую-то, я не знаю, альтернативную точку видения. Но что он нам предложит? То, Интересно. что Запад нас ждет и любит, и защитит, это вот возвращаясь к тому, о чем я вам говорил. Что давайте мы вам дадим денежек, а вы против России там выступайте. Да? И денежки дадут не людям непростым, а определенной прослойке, как говорится, элите, которую постепенно они будут скармливать. Посмотрите, что произошло вот на постсоветском пространстве, что происходит до сих пор. Такие страны, у которых было все. Они из-за этой политики потеряли все. Есть необходимость в регулировании вопросов, связанных с деятельностью НПО в Абхазии? Ну, знаете, вопрос этот давно стоит. И по поводу вообще функционирования неправительственных организаций много было и внутри нашего общества, кстати говоря, много вопросов возникало. Но мы исходили из того, особенно когда мы были в изоляции, из того исходили, что многие наши люди получают гранты, осуществляют какие-то полезные для страны проекты. И мы, несмотря на то, что мы понимали, что страны, которые финансируют эти организации, которые являются там донорами, они исходят из территориальной целостности Грузии, что эти финансы выдаются не на Абхазию, а на Абхазию как часть Грузии. Выдаются эти проекты, осуществляются как для части Грузии, региона Грузии. Но мы никогда ведь фанатично так вот к этому не относились. Мы ведь тоже закрываем глаза на то, что наши люди ездят лечиться в Грузию, никогда этому не препятствовали. И себе представить невозможно, чтобы армяне в Азербайджан ездить могли или азербайджанцы в Армению. А у нас это достаточно просто происходит, потому что мы не так фанатично настроены, мы прекрасно понимаем, что такие вещи никак не поколеблют нашу независимость. Вот, поэтому мы как-то это допускали. Но после того, как вот началась вот эта специальная военная операция, все-таки у нас есть обязательства. Я еще раз повторяю, что Россия сегодня фактически в конфликте со странами Европейского Союза, с Соединенными Штатами Америки, со скандинавскими странами, понимаете. И в этой связи их участие здесь в проектах в Абхазии и вызывает, конечно, большие вопросы. Потому что если мы союзники, и мы нашу внешнеполитическую деятельность сверяем и консолидируем, все это надо учитывать, ведь когда началась эта специальная операция, наши граждане там воюют. Наше государство оказывает постоянную гуманитарную помощь. Мы тоже участвуем в этом конфликте, понимаете? И поэтому, когда наши представители нашего общества, а там большинство представителей неправительственных организаций, пишут письмо против этой операции военной, ну, это, конечно, вызывает у нашего союзника вопросы. В НПО уже говорят о том, что это чужая повестка. Ну, а если у нас будет конфликт с Грузией, и наш союзник будет говорить, что это чужая повестка, там сами разбирайтесь, как тогда будет? Я еще раз повторяю, наше главное завоевание и наша надежда на безопасность – это союз с Россией, который мы должны укреплять и не должны давать сомнения в нашем последовательном выполнении наших обязательств. Скажите, вы как человек, ну вот в определенной степени компромиссов. В политике без компромиссов тоже не бывает. Можно надеяться на то, что по этому поводу у нас будут не крики, а у нас будет обстоятельная дискуссия и анализ всего, что связано с деятельностью НПО в Абхазии. Не огульное, вот скажем, да, какое-то полное отрицание и так далее, а что удастся разобраться и увидеть, где польза, а где вред. Что мы можем найти путь регулирования правовым путем, законным путем вот этих отношений и деятельности НПО в Абхазии. Знаете, я этой темой не занимался, но
когда вот она возникла, я решил все-таки найти компромиссное решение. Я поехал сам и встретился с представителями неправительственных организаций и предложил им, вот вам вот договор, который я взял, как я вижу, скажите, с чем вы здесь недовольны, будем искать компромисс. Но через некоторое время никто, значит, не отзывается. Я спросил, ну что вы там, что тянете? Нет, сказали, нам вообще не интересно это обсуждать. Ну, на этом и прекратилось, так сказать, мое вмешательство в это дело, но все-таки я считаю, что да, нужно найти взаимоприемлемые какие-то решения по этому вопросу. Сейчас, кстати, часто начинают нападать на определенных лиц конкретных, там, на министра иностранных дел. Это не вопрос одного министра иностранных дел. Я еще раз говорю, это связано с теми событиями геополитического масштаба, которые происходят сегодня в мире. Да, мы маленькая страна, но во всех катаклизмах, которые происходили, крупных, масштабных, мы всегда участвовали, потому что мы живем на такой территории, не потому что мы такие великие и всем нужны. А живем мы в таком геостратегически важном регионе, что мы вовлечены всегда в эти... И сейчас мы вовлечены в эти события, которые происходят. Все это надо учитывать, конечно. У меня ведь тоже вот эта проблема не как черно-белое кино, абсолютно, да, все понимаю, но скажите, когда иностранные источники, доноры спонсируют, финансируют СМИ в чужой стране, скажем, в моей стране, это нормально? Это ненормально, но это говорит не о том, что западные источники такие плохие. Это говорит о том, что внутренние источники не могут в достаточной степени заполнять этот вакуум, который необходимо заполнять. И, допустим, если мы говорим о наших НПО, которые работают на иностранные гранты, я понимаю, что, выбирая грант, наши неправительственные организации, ну, естественно, если будет грант из Грузии, навряд ли они его примут. Да, если грант представляет грузинское правительство. Но если грант представляется какой-нибудь большой международной организацией, такой как ООН, да, и если вдруг им предложат грант другие, почему бы в России очень много фондов, почему бы российский фонд не предложил им грант? Это хороший повод для того, чтобы использовать мягкую силу, и мы вернемся к этим вопросам и взаимоотношения с Россией, которые очень важно также развивать не только на правительственном, официальном уровне, но и на общественном. И почему бы не наладить сотрудничество между абхазскими общественными организациями, которые очень сильны, они имеют колоссальный опыт, потому что они развивались еще с тех пор, когда мы жили в блокаде, в абсолютной изоляции. Я часто привожу пример британскую организацию по разминированию, Hello Trust. Вы знаете, к ней очень двоякое отношение. Но благодаря этой организации Абхазия, кажется, единственная страна в мире, которая официально признана чистой от минного заражения. Ну, как вы считаете, государство должно знать, чем занимаются международные неправительственные организации в Абхазии? Безусловно. Знать это глубоко и в полной мере. Безусловно, конечно. Вот Но есть же закон об общественных организациях, который, кажется, это регулирует. Я знаю, что многие наши неправительственные организации, они ведут очень четкую отчетную деятельность. И они отчитываются перед налоговой и так далее, и перед МИДом. Механизм должен существовать наверняка, вот я так думаю, просто, опять же, детально обсуждать проблему я не собиралась, и поэтому это говорю, но есть, наверное, направления и сферы, где международные те же неправительственные организации финансируют полезные проекты.
Но, наверное, есть такие сферы, куда не надо допускать вообще. Абсолютно, да. Да, вот об этом речь идет. Вот я Нам надеюсь, что об этом идет речь, об Я тоже этом. надеюсь. Я Да, тоже да, надеюсь. И да, потому что я поймите, боюсь, что мы какую-то часть своей молодежи пропустили. Это святое для нас, вот, молодежь. И если на самом деле где-то происходит переформатирование мозгов определенной части молодежи, это уже вопрос даже нашей национальной безопасности. И, конечно, государство должно этим заниматься. Но надо заниматься сознанием дела, да, может быть, даже не политизируя вопрос, вот изучить, проанализировать, модное слово промониторить и так далее, и подготовить настоящий доклад, что на самом деле в этой сфере у нас происходит в течение 30 лет. Найти плюсы, найти минусы и так далее. И найти понимание этого вопроса в обществе. вы абсолютно правы. И Я пока так думаю. вы абсолютно правы, я с вами полностью согласен. Но здесь очень важно, опять мы возвращаемся к тому, что нам предлагал Майлз и так далее, и так далее. Понимаете, вакуум, и особенно молодежь, это движущая сила. Этот вакуум всегда заполняется. И те, кто его заполняют, будут использовать и молодежь, и других в своих собственных целях и интересах. Мы не можем отрезать этот вакуум, запретить что-то, да, и не заполнять его сами. Поверьте, в этом случае такие проекты начнут проводиться подпольно. Тогда мы столкнемся с еще более сильной угрозой. Вы затронули вопрос добровольцев абхазских на Донбассе. Этот фактор каким образом влияет на российско-абхазские взаимоотношения? Они уже влияют или в будущем перспективе мы можем это Да, почувствовать? они, конечно, тоже Да. влияют, потому что наш союзник видит. У нас уже 30 человек погибло. Если взять масштабы населения, то для нас это не маленькое количество людей, которые сложили головы свои там за этот русский мир. И когда началась ситуация вот на Донбассе, и где-то были какие-то комментарии о том, что вот там на Донбассе воюет пятнашка, наш добровольческий вот, батальон. И, ну, у Абхазии было полное право поддерживать Донбасс. Когда здесь шла война, и Грузия уничтожала, да, нас, приехали же сюда украинские националисты в количестве около 600 человек. Они творили все эти зверства, сколько они крови нашей попили. Они воевали на стороне Грузии против нас. Мы имеем полное право это делать. Когда, как народ, мы были счастливы? Как вы думаете, вы историк? Думаю, что в полной мере, в том смысле, который Да. никогда. Ну, потому что всегда у каждого поколения была своя война, свои жертвы. Ну, из того, что мы помним, там многие ссылаются на советский период, да, ну, извините, и советский период тоже породил те проблемы, которые привели потом к войне. Знаете, я вспоминаю, каждый народ, каждый человек, давайте человек отдельно, всегда считает, что он был счастлив, когда он был молодым. И, к сожалению, и мне кажется, у народа тоже. И народ тоже мысленно отождествляет себя с каким-то периодом, который был до. Я это иногда слышал, что мы возвращаемся в тот период, допустим, в начало там, 19 века, кто-то в 16 век, кто-то в 8 век. Ну, я не знаю, в каждом... Давайте так это скажем, что народ должен быть счастлив сегодня. Когда он был счастлив, я не знаю, не буду говорить, он всегда был счастлив. Мы живем на райской земле. Вот поэтому надо научиться быть счастливым сегодня. Посмотрите по сторонам, в какой стране мы живем. Это прекрасное место. Ну где еще такое есть? Поэтому мы, наш народ, счастлив сегодня, именно сейчас.
и завтра. И я желаю и послезавтра, и через 100 лет. В чем мы могли бы стать образцом? Да мы уже образец во многих вещах. Я вернусь в начало нашей дискуссии, не дискуссии, извините, нашего интервью, когда мы не превратились в военную хунту или в общество, которым правят какие-то радикалы-фанатики. Мы образец того, что несмотря на международное давление, несмотря на то, что никто нас не поддержал, кроме там, братьев, друзей там, Северного Кавказа, из России, приехали люди, нас поддержали. Но по большому счету, как государство, нас никто не поддержал. И разве это не образец, что такими малыми возможностями и таким маленьким количеством мы строим красивую страну, куда стремятся приехать туристы и отдыхать. И жить сюда многие стремятся приехать. Так что я думаю, вот в этом плане строительства государства мы образец для многих даже стран бывшего советского пространства в первую очередь. Я помню, как-то вот Айтгал собрался актив и начали критиковать нашу деятельность, руководство. Обиделись, Игорь Марух бы ушел, Зурикач бы ушел, я один остался. Когда после собрания зашел в кабинет, и как ты можешь выслушивать, мы за народ там с ума чуть ли не сходим. Я говорю, если такой народ не был бы, вы зачем нужны, мы зачем нужны были? Хорошо. Спасибо вам огромное. Вопросов очень много. Но, как говорил Толстой, не живите так подробно. Сегодня я остановлюсь на этом, а Абхазский путь непременно продолжится.